Черная жемчужина мясного скотоводства. Крепкие, статные и обладающие особой ценностью среди животноводов. Абердин-ангусская порода КРС уже давно стала мировым брендом и настоящей племенной элитой. Популярность и численность этого скота растет с каждым годом. Сегодня на канале By Bolson мы поговорим об основных характеристиках породы, преимуществах и опыте содержания ангусов в хозяйствах Казахстана. Прародителями абердин-ангусов являются представители британского аборигенного скота галавейской и хайлендской породы. Предки ангусов были основной рабочей скотиной в северо-восточных графствах Шотландии – Абердин и Ангус. Эти когда-то комолые животные паслись на щедрых заливных пастбищах приморских городов. Но стоит отметить, что в стаде встречались также и особи с рогами, а быки и тёлки часто были разномастными. Путем скрещивания галавейского скота с хайлендами в конце 18 столетия и появилась порода Абердин-ангус. Шотландские животноводы постоянно совершенствовали породу, работали над улучшением экстерьера и скороспелости, а также над повышением мясных качеств и убойного веса. Почти через 100 лет они вывели новый породистый скот, а в 1873 году ангусов начали экспортировать в Северную Америку. Со временем порода распространялась по разным уголкам планеты. Абердины получили популярность у заводчиков в Европе, Азии, Австралии, Аргентине и Новой Зеландии. В Казахстан абердин-ангусскую породу стали возить с 2009 года. Были байки, были разные истории, что ангус, он страшный, он дикий, он кушает людей. Ну, это на первых порах, это первые. Сейчас уже все это в прошлом. Да. На сегодняшний день фермеры поняли, что с помощью генетики, с помощью улучшения самого стада можно и зарабатывать, и можно уменьшить поголовье, и меньшим поголовьем зарабатывать столько же. Абердин-ангус – образцовый представитель мясных пород КРС. В среднем вес быков достигает от 800 до 1000 кг, а коров – от 550 до 700 кг. Телосложение компактное, но мощное и мускулистое, а тонкая эластичная кожа еще больше подчеркивает рельефность туловища. Голова небольшая, но тяжелая, лоб немного выдвинут вперед, из-за чего создается впечатление хмурого взгляда. Шея короткая и визуально голова сливается с плечами. Ноги небольшой длины, ровные и правильно поставлены. Спина прямая, высота в холке в среднем 116-118 см. Особенностью ангусов является врожденная комолость. И быки, и коровы генетически безрогие и чаще всего имеют черный окрас. Но стандартом породы считается и красная масть. Абердин-ангусы – очень выносливые животные. Они отлично выдерживают как палящую жару, так и серьезные морозы. Скот адаптирован к температурам от минус 40 до плюс 40 градусов. Естественная кормовая база на просторных пастбищах – это лучший вариант для ангусов. На свободном выгуле их можно содержать даже круглый год. Но важно обеспечить животных достаточным количеством воды. И если по периметру пастбища нет водоема, то нужно поставить поилки. Также желательно, чтобы у скота было место, где можно укрыться от солнца. Так что при отсутствии на территории естественной тени от деревьев или кустарников лучше соорудить навес. Очень часто задают такой вопрос, как происходит водообеспечение животных в зимний период, потому что обычно это действительно большая проблема. Вода имеет свойство замерзать. Мы здесь установили поилки с подогревом, сейчас минус 20 и небольшой ветерок. Вот это поилки, да? Мы видим, что здесь есть вода. Не могу, конечно, сказать, что вода там теплая, или горячая. Но она достаточно для того, чтобы вода не замерзала. Животные, конечно, могут время от времени покушать и снег. Ничего страшного в этом нет. По большому счету, это не молочное животноводство. Что касается содержания в коровниках, за счет устойчивости к низким температурам дополнительного утепления помещение не требует. В хлеву для ангусов важна чистота и порядок, вовремя убранный навоз, а также чистая питьевая вода в свободном доступе. Животные не конфликтны, поэтому в помещении также практикуется беспривязное содержание. Выбор места для строительства животноводческого комплекса – это целая наука. В этом году мы запустили 3 новые фермы. И действительно потратили очень много времени именно на то, чтобы выбрать подходящее место. Здесь у нас, как я говорил, ветра нету. Мы использовали естественные насаждения, когда выбирали место для строительства комплекса, для того, чтобы снизить ветровую нагрузку. И был выбран хорошо участок, который имеет естественный уклон. Хотел бы обратить ваше внимание на то, что все животные чистые.
Вот, они, как говорится, чистота животных, чистота меха – это половина кормежки, потому что им намного теплее, вот, чем если бы они были какие-то грязные. Абердин-ангусы показывают хорошую продуктивность при пастбищном выпасе даже без дополнительной подкормки концентратами. Соотношение мяса к общему весу достаточно высокое. Осеменение происходит как искусственным, так и естественным методом. Первое спаривание возможно в возрасте 14-15 месяцев. Естественно, своих быков мы не подпускаем к своему поголовью коров, потому что, чтобы избежать инбридинга, мы естественно, закупаем. Нужно обновление Да. крови, да? Обязательно. Наши быки, они уходят на продажу, на племенную. И еще, когда я продаю маточное поголовье, тому хозяйству я не продаю быков. Период беременности абердин-ангусов 9 месяцев, а первый отел в среднем случается в 24-27 месяцев. Выход телят составляет 95-99% на 100 коров. В среднем это 1 теленок с 1 коровы в год. Исторически сложилось так, что заводчики ангусов, например, тех же США и Канаде, они, кто занимается реализацией именно племенных быков, они предпочитают именно зимний отел, чтобы их телята были готовы, грубо говоря, на ближайшую случную кампанию. Вот. Они таким образом экономят время. Да? Они экономят время, но тратятся на здание и сооружение. Рождаются телята небольшими. Средний вес 22-25 кг для телочек и 25-28 кг для бычков. На подсосе телят абердин-ангусов выращивают 8-10 месяцев. Среднесуточный привес высокий 1000-1500 граммов. За 6 месяцев молочного содержания теленок абердин-ангуса достигает 180 кг. За 3 года на откорме молодняк набирает до полутонны веса. Вот такой скот, он будет 0,7-0,8 набирать, и он неэффективный. То есть наша задача, вот вообще нашем откормочке, чтобы откормочек черным сделать максимально. Допустим, ангусы. А ангусы камолые. То есть они безрогие, они не травмируют друг друга там, и так далее. Там глаза друг друга не выбивают, не мнут там друг друга бока и так далее. Это очень хорошая порода на самом деле. Я не умаляю достоинств породы там казахской белоголовой, Герефорда и так далее. Но ангус все-таки это ангус, и это бренд в мире. Мы же на экспорт поставляем, нам говорят, это Black Angus, мы говорим, да, это Black Angus. И на самом деле это так. То есть мы лучшее мясо, это понятное дело, там хорошую цену дают, мы отправляем. За время лактации молочная продуктивность одной коровы составляет 1600-2000 литров молока. Убойный выход мяса со взрослого скота составляет 60-70%. В промышленных масштабах представителей абердин-ангусов также используют для скрещивания с молочными и мясомолочными породами скота. Это позволяет повысить мясные характеристики других пород. Основа рациона ангусов – это зеленый корм. В зимнее время рацион состоит из силоса, сена, корнеплодов, дробленого зерна и комбикормов. Также используют и минеральные добавки – костную муку, трикальций-фосфат, обесфторенный фосфат и диамоний-фосфат. Конверсия корма достаточно высокая. Для набора 1 килограмма веса животное должно потребить 6,5 кг кормовых единиц. У скота на откорме в рацион входит дробленое зерно, сено, премиксы и комбикорма. Ангус – это своеобразный бройлер, да, в мясной породе, именно КРС. Естественно, они целый день жуют, целый день у них должна быть жвачка. У нас какие корма используем мы? Мы используем, естественно, житняк, сена, да. У нас есть люцерна. Люцерна – это трава, которую мы используем как приправку. В миксере все перемалывается. Солома, сено, люцерна, солома ячменная, мягких сортов пшеницы, да. Это все перемалывается, в миксере перекручивается и, естественно, на кормовой стол высыпается. Периодически трактор проезжает, гуртует им. А у нас свои корма – это зерновые культуры. Также мы добавляем после подработки, когда мы подрабатываем на такую масличный, там подсолнечник, лен, тот же софлор. Это все идет в рацион. Поэтому в процентном соотношении это все смешивается, дробится. Мы в этом году пробуем автопоилки, которые с подогревом, 2 автопоилочки поставили. Добавляем мел, соль, естественно,
покупаем подкормки в виде пищевых добавок. Также стоит отметить, что от кастрированных бычков получают мясо лучшего качества, а вот комбикорма, наоборот, ухудшают вкус. Главное преимущество ангусов – это скороспелость и высокие привесы. Но вровень с этим критерием идет элитарность и нежность их мяса, ведь на рынке эту говядину особенно ценят за мраморность и вкусовые качества. Кроме того, эта порода универсальна, ведь хорошо подходит как для коммерческого, мясного, так и племенного содержания. Особенности мраморной говядины, что у нее имеется прослоечка, которая дает стейкам, различным мясным блюдам, то есть нежность в приготовлении, во вкусовых качествах, то есть мясо высшего класса. Также сильной стороной породы является легкость отела. Благодаря ширине тазовой кости у маточного поголовья и низкой массе теленка при рождении коровы не требуют родовспоможения. При спаривании ангусы хорошо передают свои племенные характеристики, обеспечивая предсказуемость и надежность. Самки абердин-ангусов имеют сильный материнский инстинкт и показывают отличные результаты в опеке и выхаживании теленка. Одним из важнейших показателей является выносливость. Скот отлично адаптируется к высоким и низким температурам, а врожденная безрогость снижает риск травм и других проблем, которые часто возникают вследствие традиционного обезроживания, например, снижение продуктивности и повышенная заболеваемость. Также отмечают прибыльность этой породы за счет низких затрат корма на единицу продукции. Мы абердин-ангусов завезли уже 10 лет назад. За это время наше поголовье существенно выросло. Мы ежегодно реализуем молодняк, племенной молодняк по стране, да, на внутренний рынок. Также откармливаем этих быков. И можно сказать, что с ними никаких проблем нет. Этот скот прекрасно поддается выращиванию, разведению и откорму. У каждой породы есть и свои слабые стороны. У ангусов это необходимость контроля за набором веса. Их нельзя перекармливать, ведь животное и так выдерживает колоссальную нагрузку массы своего тела. И в случае ожирения есть риск саблистости, и абердин-ангусы могут падать на ноги. Кроме того, избыточный вес – это еще и дополнительные сложности для коров во время стельности и отела. Не к недостаткам, а больше к особенностям можно отнести потребность ангусов в больших пастбищах. Из-за этого порода подходит не всем хозяйствам. Некоторые сложности может создавать ярко выраженный материнский инстинкт, который иногда провоцирует агрессивное поведение животного. Что касается болезней, в целом представители породы имеют хороший иммунитет, крепкое здоровье и не требуют излишнего ухода. Но генетически абердин-ангусы являются носителями генов множественного артрогриппоза, контрактурной арахнодактилии, карликовости и нейропатической гидроцефалии. Процент поражения телят этими болезнями достаточно низкий. На просторах Казахстана абердин-ангусов содержат во многих крупных и мелких хозяйствах, на откормплощадках и в племрепродукторах. Среди них вертикально интегрированный холдинг «Казбиф», где с 2010 года занимаются выращиванием абердин-ангусской породы. Также в 2012 году 1300 телочек абердин-ангусов приобрел холдинг «Атомикенагро». Кроме того, эту породу содержат в таких компаниях, как Северагроен, Терра, Колос Фирма, Лейк Фарм, Мамбета ВК и многих других. В выращивании этой породы передовые хозяйства применяют методики австралийских и канадских фермеров. На многих откормплощадках внедрены североамериканские технологии круглогодичного содержания скота на открытом воздухе с применением ветрозащиты. Поддержку животноводам оказывает Республиканская палата Ангус Казахстана. Вот эти тюки соломы, это льняная солома, мы в этом хозяйстве выращиваем лен. В этом году мы закатали эту солому в рулон и будем использовать ее как ветрозащита. С точки зрения сочетания цены и качества, то, что есть, это очень удачное такое решение. Нам подсказал это делать наш канадский консультант. Льняная солома отличается тем, что она в целом не гниет, и вот эти тюки могут простоять и 5, и 10 лет. Все будет зависеть именно от того, насколько хорошо был закручен сам рулон. При скрещивании абердин-ангусов с другими породами телята в основном рождаются камолыми, черный окрас доминирует. На данный момент самым популярным гибридом является Блэк Болди, результат скрещивания ангуса и герефорда. При скрещивании быка племенного абердин-ангус с простым поголовьем очень хороший вырастает молодняк, то есть он набирает больше веса, быстрее растет, то есть когда они уже их реализуют, то они видят преимущество, поэтому очень большой спрос именно за бычками идет.
По данным информационной аналитической системы, в мире поголовье породы Абердин-Ангус уже достигло 109 тысяч голов. Членами Республиканской палаты Ангус Казахстана являются 107 хозяйств. Название породы уже стало своеобразным брендом. Иногда не только породу, но и само мраморное мясо американцы называют ангус или блэк ангус. В конце августа 2022 года на республиканском слете животноводов в Северо-Казахстанской области в результате торгов был продан бык Абердин-ангусской породы весом в 1 тонну. Цена тяжеловеса по кличке Батыр составила рекордные 2,2 миллиона тенге. Заводчики – крестьянское хозяйство Северо-Казахстанской области «Айна». Сегодня многие фермеры склоняют чашу весов на сторону Абердин-ангусов. Интерес и спрос растет, ведь у представителей этой породы много сильных сторон, а все затраты на корма и содержание окупаются хорошими привесами и элитным качеством мяса, оцененным по достоинству и производителями, и потребителями мясной продукции во всем мире. Друзья, подписывайтесь на канал Байболтсен и ставьте лайк этому видео. Если у вас есть опыт выращивания ангусов, поделитесь им в комментариях. А также напишите, о какой породе хотели бы услышать в следующих выпусках. До встречи!